Байк – это двухколесное транспортное средство. Им может называться любой величины велосипед, мопед и даже мотоцикл. Байкер – это тот человек, который, как считается, ездит на байке. Одним словом, байк и байкер – это слова обобщающие. Добрый день, меня зовут Андрей Погорелов. Напоминаю, что сегодня понедельник, 29 мая. И, как всегда, в это время начинает свою работу на каналах НВК Саха и Саха-24 летний эфир. Итак, мы начинаем. Ученик 2 класса Витя Иванов в своем сочинении сказал, что велосипед – это мой транспорт, он не загрязняет окружающий мир. Я хочу, чтобы люди перешли с машин на велосипеды. На велосипеде хорошо кататься. Летом, пожалуй, с этим нельзя не согласиться. И я очень хорошо катаюсь на велосипеде, без сомнения. Мой собеседник Кирилл Попов, добрый день, на велосипеде тоже катается достаточно тоже неплохо. Кирилл у нас является известным веллером нашего города. Кирилл, ну вот расскажи, ты относишься к категории велосипедистов, которые ездят по тротуарам, либо которые ездят все-таки по проезжей части, по обочине? Я езжу везде. Везде. Вот, а помимо вот определенных сложностей, потому что на дороге, в принципе, может быть, водители наши не совсем корректно ездят, там не готовы, может быть, там подрезают, зажимают, там, а по тротуарам, сложновато ездить, да, там люди ходят постоянно. С какими еще сложностями вот велосипедист сталкивается, по крайней мере, в нашем городе? Ну, меня никто не зажимал. Ну, это хорошо. Вот. А сложностей, в принципе, почти нету. Ну, бордюры там, может быть, высоковаты для кого-то. И все. Угу. А с кражей? Это больной вопрос. Каждую весну он начинается, так что... Это сезонность тоже, да, определенная? Ну, это сезонность. Не, ну если велосипед и зимой утаскивают, только зимой не так много ездят. Ты, кстати, зимой катаешься сам? Нет. А раньше катался? Ну, до 30 иногда выкатывался. До 30? Да. Какие вообще ощущения, то есть от нашей зимы суровых 30 Да, градусов? отлично. А вот... Тепло? Двигаешься же? Тепло. Вот наверняка очень многие, в том числе, кстати, и я тоже имею велосипед, и когда вот он только появляется, всегда это какое-то хобби, интересно, хочется ездить там куда угодно практически, даже куда не угодно хочется ездить. Встал, сел, поехал, покатался. Ну, со временем как-то вот затихает, а у тебя как с этим обстоят дела? В свободное время можешь просто так выехать куда-то прокатиться, либо это все только по делам? Ну, пока что только по делам. Просто так кататься времени почти не остается, но с удовольствием прокачусь, как будет время. Угу. Ну вот наблюдается такая картина у велосипедистов, зачастую рюкзачок на спине бывает. Вот что обычно в рюкзаке должно быть, по крайней мере, велосипедиста? Что он там везет, да? Вода, камера, насос и остальное по желанию. Остальное по желанию. А вот историю своего велосипеда расскажешь, то есть как ты вообще вовлекся, наверное, вот в велоатмосферу? Как и многие в детстве катался, там школьник, салют, там Урал, уралец. Вот, под рамой катался. Ну, вот, наверное, все прошли на взрослике, когда еще. А потом, когда я в гости приехал в Санкт-Петербург, мне предложили: не хочешь ночью покататься на велосипеде? И как я выехал на одну сторону, мосты поднялись, и, короче, по всей набережной катался, пока мосты не открылись снова. И с тех пор, получается, приехал в город Якутск и катаюсь. И катаешься. Свой велосипед, вот, который первый приобрел, какой он был, расскажешь? Ну, простой горный велосипед, но хорошего качества. Он года 3 у меня побыл, я потом его продал, купил другой, но это уже и пошло-поехало. А почему горный все-таки? Ведь есть же несколько типов велосипедов. Шоссейные, какие еще там? Подскажи, кстати. Ну, первый же день, когда я на этом горном велосипеде поехал кататься, я разбил заднее колесо. А почему горный? Потому что он самый крепкий. То есть, в принципе, это больше связано с прочностью, да, и вот с тем, что у нас в городе Якутске отсутствуют порой переходы плавные, да, и приходится по бордюрам скатать. Да, конечно. А вот зимой хорошо, ты не всегда ездишь, раньше ездил, сейчас нет. Скучаешь вообще зимой по велосипеду? Конечно. Не бывает такого? Или, может быть, на зиму берешь тренажер и садишься на тренажер? Нет, тренажер я не признаю, это просто сидеть на одном месте и крутить педали, это несерьезно, лучше пойти на улицу побегать. Включил телевизор, картинку, где как будто бы что-то меняется и, в общем... Не, я предпочитаю натуральную картинку.
А так, зимой все велосипедисты скучают по велосипеду, так же, как и мотоциклисты, и автомобилисты, которые замораживают авто. Поэтому, конечно, скучаю. А где любишь вот кататься? Там, город, за городом, может быть, по площадям каким-то? Нет, мне в городе я езжу только по делам, а предпочитаю по сопкам кататься. У нас сопки большие, длинные, много, есть куда съездить. Ну вот ты вообще считаешь, езда на велосипеде, ну вот городская езда на велосипеде, ее можно вообще к спорту приравнять, вот, по твоему мнению? Ну, конечно, это же активность. А любая активность можно приравнять к спорту. В зависимости от активности. Если очень активно ехать, это уже фактически серьезная тренировка. А сам на соревнованиях участвовал вот, велосипедистов? Конечно, обязательно. Какого плана? Это Ну, велогонки просто какие-то, ну, имеется в виду по асфальту или по пересеченной местности? Ну, последнее время я судействую в основном. А в этом году еще нигде не участвовал, но планирую обязательно поучаствовать. Скоро будут соревнования. Реактив Байк — это фестиваль, я думаю, скоро будет ежегодный. Он скоро будет 18 июня, ожидается. Кросс-кантри гонки ожидаются. Ну, Кросс-кантри это по пересеченной местности? да, по пересеченной местности. Ну, очень много гонок. На сайте ЕКТ обычно анонсы бывают. То есть, если хотите куда-нибудь поучаствовать, добро пожаловать. И, кстати, сейчас для новичков, кто хочет просто проехаться по трассе для себя, введена новая категория фитнес. Даже, да? Да. Ну, вот, Кирилл, я думаю, ты согласишься, что с каждым днем все ближе и ближе чувствуется дыхание лета, и вот летом, когда будет жара, хочется всегда чего-нибудь свежего, может быть, охлажденного, и, может быть, даже чуточку чего-то, ну, необычного, скажем так. Согласен, да? То есть, и вот наш гость, который уже заждался у нас, профессиональный бармен Алексей Ружников. О напитках знает у нас практически все. Алексей, Здравствуйте. добрый день. Давно занимаешься вообще? Ты же профессионально этим занимаешься. Да, я работаю уже с 2000 года, 2004 года. Начинал как ученик бармен, то есть меня обучали парни с Новосибирска, 3 месяца, получается. Ну, я вообще изначально хотел, знаете, как получилось, я хотел просто, думал, подработать после школы, потом поступить. Это, наверное, у Да. многих, да, такое бывает. И даже есть такой стереотип, что работа бармена — это что-то, ну, какое-то, наверное, студенческая работа, наверное. Ну да, как бы как казалось. Это, Казалось, да. А потом это, знаете, как завлекает очень сильно. Я начал заниматься флерингом, выступал на многих конкурсах. Ну и все, как бы, знаете, переходишь, пробуешь на какую-то другую работу, становится уже неинтересно, привыкаешь, что постоянно общаешься с гостями со своими. Ну и, в общем, такая работа кажется тебе проще и легче. Ну, ты не простой бармен, ты за свою историю, уже вот свою карьеру, да, попробовал очень многое, и я знаю, что у тебя есть свои рецепты приготовления каких-то напитков. Вот чем мы будем делиться с нашими телезрителями, что будем готовить вот на лето как раз-таки, чтобы Да. охладиться, может быть, снять жажду. Делаем один марокканский коктейль из апельсинов, с мандаринов. Второй диетический будет, очень хороший коктейль. И мохито безалкогольное делаем. Хорошо, давай, с какого начнем? Давайте вот с марокканского С коктейля. марокканского начнем. Что нам вообще для него понадобится? Нужно нам мандарины, примерно 3-4 штучки. Их надо почистить и через блендер его пропустить. А были в твоей жизни такие моменты, когда ты, ну, вот думал, что ты попробовал, подработка, а потом подумал, что нет, наверное, все-таки не мое, и буду заниматься все-таки другим чем-то. Я почти каждый день об этом думаю. Каждый день думаешь, но тем не менее Ну да, все равно равно, остаешься. да. И Но все равно это просто работа мне по душе. Кажется, чем если перейти в какую-то другую профессию, это, мне кажется, интереснее. ну, вот говорят же, что бармен — это, ну, практически психолог. Да, То есть ты согласен с этим? да, конечно. Вот, ну, о чем говоришь обычно с клиентами, о чем нельзя, например, говорить с клиентами? Не, ну, по-разному, как бы, с каждым гостем по-разному разговариваю, смотря какие у него проблемы, что у него накопилось. Понимаешь его, прислушивайся, потом советы, может, какие-то даешь. А вот как ты пришел, кстати, вот к рецепту своих коктейлей? Вот что тебя вообще побудило что-то поэкспериментировать над чем-то? Ну да, как каждое лето, нужно какие-то коктейли разрабатывать. И вот в этом году мы опять начинаем, ну, как бы, разрабатываем новые коктейли. И вот этих пока 3 штуки, которые я хочу сделать, да, ну,
Ну, остались пока, то есть они у нас остаются, да, в карте. А вот можно ли сказать, вот ты с 2004 года работаешь, что какие-то изменения произошли в приготовлении и в потреблении напитков? То есть раньше какие-то были вкусы определенные, теперь другие вкусы вот, у людей. Да нет, Вообще. все Или так же, всё, кажется. в принципе, так и остается? Да. Хорошо, мы сейчас марокканский, да, как-то Мгм. делаем? То есть в блендер закидываем 3 мандаринки. Что еще нам? Так, потом сок понадобится? лайма нужен. Сок лайму. Мгм. Просто будем выдавливать его, да? Да. А сколько нужно выдавить его? Ну, грамм 30-40. Это сколько примерно составляет из С половинки? чайной да? ложечки. А, чайная ложка 30 грамм. Мгм. А вот что бы ты вообще не рекомендовал, может быть, смешивать? То есть какие есть ингредиенты, напитки, которые теряется вкус, либо, может быть, портится вообще? Вот, но я даже затрудняюсь вам сказать, как баром, чтобы в том плане, что есть я... практически я такого уже, не бывает, Ну, наверное, бывает, да? конечно. Я Бывает, уже да? просто знаю, как бы, что лучше добавить, что нет. Как бы у меня уже вкусовые рецепторы выработаны в этом плане. Мгм. Молоко. Сколько там наливаем примерно грамм? 200-250 грамм миллилитров. 200-250 грамм у нас мандарины, сок лайма и молоко 200-250. Мгм. И ложку меда нужно. И ложку меда. Ну, такой интересный коктейль получается. А вообще 3 коктейля твоих вот любимых какие вообще? Летних, Меня? может быть, вот какие ты больше любишь? Ну, мохито. Он освежает, жажду перебивает. Очень вкусный коктейль. Мгм. Давайте сейчас будем взбивать его как раз. А вот пока у нас взбивается, да, учиться у лучших это про тебя. Вот ты отучился у ребят из Новосибирска, да, и дальше вообще какие-то учебы проходил вообще, то есть повышал свои навыки. Да, друзья были парни, Москве приезжали сюда, я с ними как бы тоже обучался, интересно, они что-то мне советовали, я им что-то советовал, как бы. Хорошо. Вот практически коктейль у нас уже готов, да. И у нас, да, сейчас у нас пока, Алексей, реклама, после которой мы обязательно к вам вернемся. Можешь готовить коктейли. Дорогие телезрители, мы к Алексею вернемся. Вы обязательно узнаете еще рецепты других напитков для лета. Итак, всем добрый день. 27 мая в эту субботу многие жители нашего города могли наблюдать необычную, интересную картину на улицах города Якутска. Это была колонна из мотоциклистов, длина которой составляла, я своими глазами ее видел, несколько сотен метров. Нет, это не была какая-то акция протеста. Это так мотоциклисты отмечали начало своего нового летнего сезона. И в гостях у меня сегодня представители разных школ мотоциклистов. Я представляю вашему вниманию Дмитрий Варенов, сотник, президент мотоклуба «Старая школа». Также рядом с ним Валерий Баев, Хазар, вице-президент мотоклуба «Северное братство». И Алексей Долгов, координатор сообщества эндуристов. Ребята, поздравляю вас с открытием вашего долгожданного сезона. Лето у нас короткое, да? Зима длинная. Вот я действительно своими глазами наблюдал. Для меня сначала я просто не понял, потом я понял, что это, оказывается, открытие сезона. Ехали абсолютно разные мотоциклы, и чопперы, и эндуристы, и какие там еще бывают, если я просто... Да, и то есть все разные были мотоциклы, то есть представители разных клубов, разных направлений. Вот ваше направление какое вообще? Расскажите о нем. Ваш клуб чем занимается? Наш клуб является именно реставрационным клубом, и основное направление — это творчество. Творчество заключается в первую очередь в том, чтобы своими руками именно делать то, что можно потом будет показать и вызывать восхищение. Это в первую очередь, конечно, реставрация. Мы восстанавливаем старинные мотоциклы, старые мотоциклы, велосипеды и всю мотоатрибутику, которая была той эпохи. Это шлемы, очки, куртки. Все это полностью восстанавливается, делается, потом выставляется на выставках. Вот. И следующее — это, естественно, кастомайзинг. Вот. И дизайнерский подход, свое видение и воплощение его в жизнь. Это основная такая вот работа клуба.
Валерий, вы другой клуб Да, у представляете? нас Северно-Братский клуб. Ну, поскольку байкер — это все-таки дух свободы передвижения, дух ощущения ветра, свободы полета, движухи и так далее. Поэтому наш клуб изначально бы создавался как клуб путешественников. Мгм. Мы предпочитаем ездить в другие города, общаться с другими ребятами, также увлеченными на байк-фестивале, ну и просто кататься для души, для удовольствия, так сказать, для понятия этой жизни. Хорошо. Алексей, у вас немного другие мнения, взгляды на мотоциклах. Вот как раз в нашей студии Эндуро, то есть вы являетесь как раз-таки координатором ребят, которые увлекаются этим. Вот в чем отличие вот от этих вот ребят, которые напротив вас сидят? Вас объединяет одно, это мотоциклы, да? Да. Но ребята ездят по дорогам, у нас внедорожное направление. Леса, там различные поля, мы можем, ну, там дальние поездки, где нет дорог, какие-то там уникальные уголки, либо там преодоление сложных трасс, участков, там препятствий. Это полезные для здоровья или очень интересные места. Мгм. А почему все-таки эндуро, а не как у ребят чоппер? То есть большой мотоцикл. Очень много сказывается масса. Тут важно даже не столько мощность мотоцикла, сколько его вес. Потому что когда сложные участки, он где-то там застрял, упал, там вытаскивать бывает не просто даже легкий мотоцикл. Мгм. Дмитрий как раз за эфиром сказал, что он ездил на эндуро когда-то, ему не понравилось, он говорит, это не мое. Не мое, абсолютно, да, потому что я как бы привык получать удовольствие от езды, да, ехать, смотреть по сторонам. Вообще чоппер, он как бы из тех мотоциклов, которые едет сам. А вот с этим мотоциклом надо бороться, его надо уговаривать, понимаете? Надо менять полностью свое мировоззрение и образ вождения мотоцикла. Мне это совершенно не понравилось. Я раз упал, 2, 3, 4, 5, 6, ну сколько можно, я все время падаю, это самое, ну, вот. А индуристы говорят, типа, мы тебя научим. Я говорю, нет, спасибо, спасибо, я лучше, вот, кем я был, тем я и останусь, понимаете? И потом мне не понравилось, что я похож на эту животную, которая везде ищет вот это вот, чтобы с крекера отмываться-то, понимаете? Мне вот это с ног до головы. Ошибочное мнение. Я извиняюсь заранее. Я только хотел сказать, что это наверняка у каждого свое мнение, эти ребята думают, что это так, но все равно, тем не менее, вы друзьями являетесь, Конечно, да? обязательно. То есть, да. Обязательно. И ремонт, и по обшиву, и что-то начиная от экипировки, подгона помогаем ребятам, вот, по тюнингу помогаем, сиденье перешиваем, всегда по инструментам, потому что это все-таки специализированный инструмент, съемники и все остальное. Всегда меняемся, всегда помогаем, всегда оказываем помощь. Шутим, без этого никак. Без этого никак. Все должно быть с юмором, со смехом, все, с подковырками, но без этого, мужской коллектив, он, видите, на этом и заждается. У нас сейчас будут кадры по телевизору показывать, и связанные с фестивалем. Что за фестиваль был? Куда ездили? Ну там, видимо, с разных фестивалей будут кадры. Я вот тоже не вижу. Но в про основном, какой. Ага. чаще всего мы, конечно, дружим с Дальним Востоком. Вот как раз Да. кадры, да. То есть это наша трасса любимая, Магадан, Владивосток, да, наша федералка. Это мы были в Москве, в 2012 году я был в Москве. Это вот на Дальнем Востоке, в Находке, на фестиваль на Краю Земли, это опять Москва. А тут перемешка, тут просто куча мала, там разные города. Просто видно, что сообщество москвичев очень большое, которое Вы собирается. вот до Москвы, до Владивостока, да, вот ездили своим ходом. Стараюсь До Москвы ходом, даже? да. Нет, до Москвы, До Москвы нет, не тут- получилось у нас, да, у нас получилось там этапом часть, а часть потом самолетом, очень далеко. Поймите правильно, ребят, поездка на мотоцикле занимает времени гораздо больше, чем на машине раза в 3. Во-первых, кто-то сломался, держим командой идем. Один сломался, все держат, да, то есть, например, до Владивостока в прошлый раз мы шли 2 недели. На машине можно ехать за 3 дня, за Ну 4, да. да? Мы ехали 2 недели. Кто-то сломался, так-то, разные причины. Потом еще у нас в команде могут быть разные мотоциклы. Не только чопперы, может быть спортбайки. Он вроде как быстрый, он дунул, и он уже там. Но если он сломался, это гораздо все надолго. Ну вот мотоциклисты, в принципе, делятся на вот такие две категории, ну, неофициальные две категории. Те, кто уже падал, и там, может, не раз, да, и те, кому предстоит еще упасть, потому что не найдется ни одного, я уверен, хоть я и не мотоциклист, что такого мотоциклиста, который бы не падал. Вот, Алексей, как ты считаешь, и сложно ли потом после падения, если ты вдруг падал, да, наверняка на этом эндуро и не раз падал, да, опять садиться за руль мотоцикла? У нас падение это вообще ежедневно, могут быть по много раз, десятки раз. Поэтому в первую очередь важна экипировка, полная защита, потому что здоровье это все-таки главное. Ну и при хорошей защите
И если аккуратно и внимательно ехать, то, в принципе, ничего страшного такого. Кирилл является у нас велосипедистом. Как ты относишься вообще к мотоциклам? Хотел бы ли ты сам вообще поездить на мотоцикле? Ну, я немного ездил, но Уже примерял шлем. у меня такой же. Поучаствовал, да? У меня такой же, только поменьше. Вот. Мотоцикл, конечно, хорошо, но он пахнет, тяжелый. Вы видите в каждом свое мнение, да? Тяжелый, да? Это правильно все сказал. А вот все-таки байкер или мотоциклист? Вот по отношению к вам, наверное, байкер. Это мотоциклист, да, наверное? Или нет? Нет, ну, ребята, те, которые живут этим, они все-таки байкеры. А которые просто катаются в момент выходных, это, конечно, мотоциклисты. Алексей, ты к кому к себе относишься все-таки, к байкеру или мотоциклисту? Конечно, он байкер, Как- однозначно. Назвать можно всяко разно. Можно сказать мотоциклист, можно сказать байкер, можно сказать райдер. Ну, это не меняет Обзовите хоть сути. как, только Сути это мотоцикл не меняет. трогайте, да? Да, то есть слово это дело вторичное. А не опасно ли вообще ездить по городам Якутска на мотоцикле? Очень опасно. Очень опасно. Дело в том, что с нашей плотностью движения и вообще с манерой езды совсем очень тяжело. У нас очень узкие дороги, очень плохие дороги. Вот, поэтому постоянное внимание, постоянное внимание. Это даже тут не рассматривается как вариант. Ага. Поэтому мы обычно... Велосипедисты мешают вам на дороге? Сейчас просто добавлю, когда мы начинаем сезон, мы всегда говорим, ребята, всем удачной дороги и здоровья, чтобы к концу сезона не было ни у кого тяжелых падений. То есть мы все падаем. То есть если ты упал, и это обошлось без тяжелых последствий, это самое главное. То есть байкер, кто не падал, это не байкер. Ну, Все вот я о падают. чем и говорю, да. наверняка- Велосипедисты, ну, они, те, кто одеты в экипировочке, ездят аккуратно, с ними флаг в руки, мы с ним всегда Можно за. сказать, что они ваши младшие братья? Ну, Нет, они просто, как сказать, участники движения. Самое главное, не мешать друг другу. То есть мы за хорошую, правильную езду. Мы всегда, в первую очередь, всех призываем к правилам соблюдения правил движения, в первую очередь, и безопасности. А потом уже получаешь удовольствие. а вот на дороге приветствуете друг друга? Вот вы разные клубы, разные школы, абсолютно. Обязательно. Вот едете там, привет, там. Обязательно, Как, рукой обычно, да, Обязательно. жест машете? Вообще, Или там сигналить? правилом хорошего тона считается показать руку. Это рукой помахать. Сигнал это вообще, ну как бы нехорошо. По байкерским меркам или такое Это когда посигналить. в машине не видно водителя, а там Да. можно посигналить, там Да. парами А поморгать. когда ты едешь, ты вот обязательно это. Мы, правда, тоже их не видим, они за очками, там, за браун, кто там едет, что едет. Ну ладно, ничего, все равно помахали там. Ага. Вот. Мы-то открытые, нас же очень хорошо видно, мы же такие все, а они-то нет. Наверняка сейчас наш телезритель думает, что раз это байкеры, значит, они любители чего-то погорячее, в общем, и ездят без, может быть, даже каких-то правил дорожного движения и без прав, ну, даже, например. Глубочайшее заблуждение. Это просто глубочайшее заблуждение. Алкоголь и мотоцикл просто несовместимы. Абсолютно несовместимы. Все, кто ездит на мотоцикле, прекрасно знают, что мотоцикл не прощает ошибок. Не прощает. Вот. Поэтому ездить в нетрезвом состоянии никто себе не позволит. И не позволят члены клуба, и другие товарищи. Вот просто отберут ключи. Даже если вдруг что-то такое случится, хотя такого не случается никогда. И самое главное, все прекрасно знают. Вот ты напился, да, ты сейчас не в адеквате, там, наверное, вот это все. И вдруг в этот момент звонит тебе твой товарищ и говорит, я попал в аварию, я лежу на дороге, выручай. И куда ты в таком состоянии потом денешься? Понятно, То есть ты постоянно должен быть готов. Хорошо. у Время нас- да, в эфире заканчивается. Пойдемте коктейли попробуем. Как раз Алексей у нас, бармен, приготовил замечательные коктейли, да, летние как раз таки. Ребят, подходите, давайте попробуем. Сейчас вот он, давай быстренько взбивай. Леш, что за коктейль сейчас мы будем ребятам давать пробовать? Давай, вот это что за коктейль у нас сейчас? Это получается коктейль, а в нем клубника, Давай быстрее наливаем. клубника, банан, сироп клубничный, Давай, Алексею. мед и молоко. Мед и молоко у нас 30 секунд. Самое время попробовать и какие-то, может быть, впечатлениями. Кирилл тоже качайся. А это у нас, я забыл, как назывался сам первый Марокканский. коктейль? Марокканский. Ну, его сразу пить надо. Ну, сразу не сразу, но тем не менее он вкусный, даже больше похож, наверное, не на коктейль, а на что-то Как шейк, да? Вот это что-то смузи. более мягкое. Ну что ж, большое спасибо, дорогие друзья, за то, что пришли, поделились вас с очередным сезоном. Вам ни гвоздя, ни жезла, ни травм. Закончить замечательный сезон. Дорогие друзья, всем всего спасибо и приятного вам настроения.